Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Мы должны локализовать конфликт и не дать ему распространиться на всю Абхазию. Валерий Бганба провел рабочее совещание с руководителями силовых ведомств. «1 марта в республике пройдет второй тур выборов президента Абхазии. Предварительные итоги первого тура ЦИК. По биологии, химии, географии в Сухумской первой школе стартовала международная зимняя школа «Учитель года». Начнем с назначения. 17 февраля указом исполняющего обязанности президента Валерия Бганба Зураб Маргани назначен исполняющим обязанности вице-премьера Абхазии. Он будет курировать силовой блок в республике. Кроме того, Алхас Чичба назначен временно исполняющим обязанности председателя службы государственной безопасности Абхазии, а Дмитрий Кучубери освобожден от должности председателя СГБ. Принятые кадровые решения и общественно-политическую ситуацию в республике прокомментировал нашим корреспондентам исполняющий обязанности президента Валерий Бганба. Каровичем я, если честно, очень уважительно к ним отношусь. Патриот, хороший, нормальный парень. Я очень надеюсь, что он будет в обойме любой команды, которая придет здесь работать. Мы договорились, что он уйдет с работы для того, чтобы мы могли усилить это направление. СГБ сегодня играет очень важную роль. У нас в стране есть люди, которых мы не знаем. Мы не знаем, чем они занимаются. Мы не знаем, какие задачи они решают. Мы не знаем, кого они представляют, куда они докладывают. Вообще, кто они такие, мы понятия не имеем. Все это мы должны знать. Мы должны укреплять границу. Этот вопрос стал еще перед выборами, чтобы наша граница, сегодня немного людей, мы можем проверять всех. Я прекрасно понимаю, что мы, россияне, не проверяем, это понятно. Но сегодня такая ситуация у нас, выборы, мы не знаем, кто что нам может подкинуть. Мы нашли человека, поймали человека, это благодаря, да, как раз пограничникам, украинца с российским паспортом. Естественно, попросили наших коллег, обратно его отпустили. Таких сколько зашло, мы не знаем. То есть полный контроль на границе мы должны были обеспечить. Его, к сожалению, тоже не было. Ну, есть те вопросы, которые, вы знаете, и не хочу говорить, потому что есть вопросы немножко, которые должны оставаться как бы между нами. Я еще раз говорю, достойный человек. Я очень надеюсь, что он будет и прекрасно себя поведет в любой обойме. Расскажите о назначении Зураба Маргани. Назначение вице-премьером правительства, здесь не было никого. Назначение связано с тем, что нам необходимо на оставшееся время укрепить силовой блок. Маргани Зураб Бесланович имеет огромный опыт работы в силовых структурах, прежде всего и в погранвойсках, и председателем СГБ. Конечно, его опыт незаменим, и он будет курировать как раз те направления МВД, СГБ, которые должны заниматься именно охраной общественного порядка на оставшееся до выборов время. Понятно, что и дальше надо общественный порядок, но сейчас для нас важно дойти до выборов спокойно провести выборы и уже дальше двигаться вперед. Штаб Бадры Гунба говорят о том, что новые кадровые назначения – это нарушение соглашения, которое было подписано после 15 ноября. Ну, честно говоря, я не видел этого соглашения, подписанной бумаги. Одна сторона говорит одно, другая сторона. Я вообще не люблю называть одна сторона, другая сторона. Одни участники этих переговоров говорят одно, другие другое. Говорят, что было такое, что Бадра Зурабович будет исполнять обязанности президента, я буду исполнять обязанности премьера, а выборы должны идти как бы своим чередом. Ну и говорят, что раз Бадра Зурабович выдвинулся кандидатом в президенте, значит, уже было нарушено соглашение. Другие говорят, что такого не было, мол, там речь шла, что вообще никого нельзя снимать, договорились так. То есть здесь какие-то противоречия, это они сами должны обговорить, о чем они решали. Я не был свидетелем их разговора, я не могу судить об этом. Что касается СГБ, это не структура правительства, это структура непосредственно президентская. Ну и еще раз говорю, это сделано для того, чтобы не допустить никаких поползновений к напряженности.
эта напряженность возникла. Но не хотелось мне это повторять, потому что это немножко связано с моей фамилией. Выдернув из всей, не знаю, сколько там, миллионы, наверное, да, каких-то записей, какой-то кусок какой-то записи. Ну и учитывая, что как бы это мой племянник, перекинуть это все на меня, чтобы показать всему миру, что вот мы, оказывается, против армянского населения. Но я уверяю вас, ни в одном штабе нету столько друзей среди армян, сколько у меня. Я работал в сельском хозяйстве в Галицком районе, да, и все руководители сельскохозяйственных предприятий, специалисты, да сами работники сельского хозяйства, это очень много армянской национальности. Нету такого села, где я не был бы, и кого-то, чтобы я там не знал. Поэтому обвинять меня, моих близких в каких-то антиармянских настроениях, это глупо просто. И мне комментировать решение Бастрыкина, конечно, невозможно. Я не знаю конкретно, о чем идет речь, конкретно о ком идет речь. Может, действительно какие-то права тех россиян, которые приехали сюда, нарушили, я не знаю. Но вы будете помогать, сотрудничать с Следственным Если они комитетом? обратятся к нам, конечно, будем сотрудничать, естественно, будем помогать, сделаем все, что возможно, чтобы выявить тех, кто нарушил права россиян, это само собой. Союз политических партий и общественных организаций считает, что исполняющий обязанности президента Валерий Бганба грубо нарушил соглашение, подписанное 19 ноября 2024 года представителями власти и оппозиции с целью урегулирования общественно-политического кризиса в стране. Данное соглашение позволило удержать ситуацию в конституционном поле и назначить досрочные выборы президента Республики Абхазия, первый тур которого состоялся 15 февраля 2025 года. В соответствии с пунктом 5 соглашения действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия, отмечается в заявлении Союза. Однако 17 февраля, не дожидаясь второго тура голосования, избрания нового главы государства, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба издал указ об освобождении от должности председателя службы государственной безопасности. Есть информация о том, что готовятся другие кадровые указы, считает Союз политических партий и общественных организаций. Таким образом, назначены в результате упомянутого соглашения исполняющим обязанности президента Валерий Бганба и представители оппозиции грубо нарушили подписанные договоренности. Вся ответственность за последствия нарушения соглашения ложатся на Валерия Бганба и его окружение, отмечается в заявлении. Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, к центральному аппарату Министерства внутренних дел вечером 17 февраля прибывали сотрудники территориальных подразделений ведомства, обеспокоенные распространяемой информацией о якобы смещении руководства Министерства внутренних дел. На местах несут службу ответственные экипажи, милиции, общественной безопасности и дежурные следственно-оперативные группы. Между тем, в аппарате Кабинета министров и администрации президента Абхазии нам не подтвердили информацию об отставке исполняющего обязанности министра внутренних дел Роберта Кеут. Мы должны локализовать конфликт и не дать ему распространиться на всю Абхазию. Валерий Бганба поручил руководителям силовых ведомств скоординировать действия и не допустить развития межнациональных конфликтов. Поводом для очередного совещания с главами силовых ведомств стали заявления руководителя армянской общины Абхазии по поводу угроз и давления, связанных с выборным процессом, а также голосовыми сообщениями с угрозами в адрес армянского населения, избиением представителя одного из штабов Самвела Дащан. Подробнее Надежда Боровикова. Открывая совещание, исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поблагодарил руководителей правоохранительных ведомств за обеспечение правопорядка в ходе выборов, после чего перешел к основному вопросу – серии конфликтов, связанных с армянской общиной. Наверное, вы все в курсе дела. Тут речь идет и о голосовом, записи голоса одного из молодых людей и последующий с официальным заявлением армянской общины. Молодой человек, вы все знаете, Бганба Энвер Заурович, это мой родной племянник. Может быть, с этим было связано стремление как бы раздуть, но это совершенно другие вопросы. И заявление армянской общины по данному поводу, что идет запугивание и так далее. Вечером армянская община собиралась, не только армянская, наверное, и те, кто их поддерживает. Было вторичное заявление, в котором армянская община
обращает наше внимание, наших здесь сидящих, нас всех, внимание на то, что запугивали глав администрации сел, запугивали сельское население в период проведения выборной кампании. Есть заявление в Гагрской РУВД, насколько я информирован, об избиении датчан группой, будем говорить, тоже наших, тех, кто работает на выборах. Поэтому я и хочу сегодня открыто провести, что действительно это должно быть нашей реакцией. Мы должны этот очаг напряжения, я не знаю, локализовать, потушить, привести там в соответствие со всеми, потому что разрастание этого очага напряжения может вызвать нехороший процесс. Валерий Бганба предложил создать оперативную группу с участием всех правоохранительных ведомств, чтобы разобраться в ситуации и не допустить эскалации конфликтов. Исполняющий обязанности генерального прокурора Дамир Квициния выразил готовность работать и предложил использовать для этого уже существующий формат Координационного совета правоохранительных органов. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут доложил о ситуации с избиением Самвела Дашан в Гагре. Как мне докладывают мои сотрудники в города Сухом, вчера в больницу обратился данный гражданин, где было снято с него побои. Соответственно, по такой процедуре обязательно должны туда на место прибывать сотрудники милиции. Они туда прибыли, получили от него объяснение, заявления пока нет. Материал мы сегодня сформируем и направим в Гагрское РУВД. По предварительным данным, скажу так, его опросили, и он в ходе опроса заявляет о том, что в отношении него были причинены, телесные повреждения со стороны его братьев-однофамильцев, так он пока говорит. Но заявительского материала нет, материал соберем, мы его вызовем, соответствующим образом проведем работу. Роберт Киут также подчеркнул, что присутствие сотрудников МВД будет усилено в тех районах, где проживают граждане армянской национальности. Соответствующую реакцию проведем. Помимо этого, хотел бы доложить о том, что с учетом последних событий в отношении армянского населения мною было принято решение об усилении контроля, как говорится, на данных территориях, где проживают компактные армяне. У меня со вчерашней всю ночь, в принципе, работали мои оперативные экипажи, и эту работу мы продолжим для того, чтобы люди имели возможность чувствовать себя комфортно и защищенно. То есть, если есть какие-то определенные действия, мы будем на них соответствующим образом реагировать. Контакт установим с главами сел, главами, представителями этих, как говорится, компактных мест проживания и, соответственно, будем оперативно реагировать. Я считаю, что это наша работа, которую мы должны выполнять и собираемся сделать все необходимое для того, чтобы защитить этот слой населения. Исполняющий обязанности председателя СГБ Дмитрий Кучуберия рассказал о том, что ведомство проводит работу по заявлению о голосовых сообщениях с угрозами в адрес армянской общины. Что касается запугивания населения, мы проводим комплекс мероприятий на упреждение с активистами, общаемся, вызываем. Только утром получил я материал. Материал. Там два заявления, я не знаю, как. Одно заявление нам поступило. Второе заявление у них есть тоже. А вот эти голосовые, которые ходят по городу. Однако эти голосовые сложно доказуемы, конечно. И лицо, которое будет распространять, его обычно отказывается от своих слов. Обычно так. Это для этого вы есть, ребята, чтобы поговорить, потому что каждый человек должен отвечать, если это было сделано, за свои поступки, за свои деяния, за свои слова. Валерий Бганба просил правоохранительные органы обратить внимание на угрозы в адрес его семьи. Были ряд предложений пойти к исполняющей обязанности президента домой и там решить вопрос. Я хотел бы, чтобы вы проверили, спросили у Минося, кто это предлагал и как собирались они решить вопрос со мной, с исполняющей обязанности президента. И второе. В сети также гуляет голосовое, тоже недоказуемое, оскорбление в адрес моей семьи, в мой адрес, угрозы. Честно говоря, если это послушать, тяжело его до конца выслушать, там такой лексикон, который надо учиться этому лексикону. Угроз гораздо больше и оскорблений гораздо больше, чем это говорили бы о другом голосовом заявлении.
Я не хотел озвучивать фамилию, потому что она может ассоциироваться с чем-то. Это абсолютно нет, это обыкновенный бытовой разговор. Есть такой Геннадий Сергеевич Анклаб, житель города Гагар. С отцом у нас были всегда шикарные отношения, он пограничник бывший. Вот. Он допустил такие заявления, кстати, допустил заявление в адрес моих сыновей, я сейчас не знаю, кого именно, я хотел бы, потом мы этот вопрос тоже поднимем, чтобы вы проверили, ходят ли куда-то мои сыновья на какие-то штабы, принимают ли участие в каком-то выборном процессе, агитируют ли за кого-то штаба. Я хотел бы, чтобы вы процесс вот этой проверки тоже проверили. Еще один вопрос, который поднял исполняющий обязанности президента Абхазии, это чиновники, которые ушли в отпуск, чтобы заниматься предвыборной агитацией. Валерий Бганба обратился к руководителям и сотрудникам министерства и ведомств с напоминанием о том, что отпуск закончился и пора возвращаться на работу. У нас все были в отпуске. Я уже работаю больше месяца. Сколько у нас отпуск длится? Пожалуйста. Пожалуйста, посмотрите указы. Ну, наверное, я тоже так думаю. Посмотрите, пожалуйста, указы. Посмотрите, кто не вышел на работу. Давайте пусть выходит на работу. Понимаете, ну первый тур как-то 5 человек, наверное, население в Абхазии не такое большое. Мы как-то глаза закрывали, что участвуют и работники, те, кто не имеет права участвовать в агитации и пропаганде, так сказать, да. Но сейчас уже второй тур 2 человека, наверное, они без госслужащих как-нибудь соберут своих сторонников и проведут те мероприятия, которые им нужны. Поэтому давайте так, уважаемые коллеги, это только от нас зависит, чтобы мы смогли, насколько возможно, максимально соблюсти закон о выборах. Ну, погуляли немножко, хватит. Пусть садятся в свои министерства, в свои кресла глав администрации и начинают работать на благо страны. Исполняющий обязанности президента отметил, что до конца дня хотел бы увидеть план действий по урегулированию существующих конфликтов. Координировать действия правоохранительных органов поручено Генеральной прокуратуре. Надежда Боровикова, Цасрыква Гуха, Тимур Кугухи, Абаза ТВ. Избирательный штаб кандидатов в президента Бадры Гунба осуждает публикации в соцсетях, содержащие угрозы и оскорбления в адрес граждан Абхазии армянской национальности, отдавших свои голоса за Гунба. Мы призываем кандидатов в президенты, руководителей политических партий и общественных организаций публично осудить подобного рода высказывания, говорится в заявлении штаба. Штаб также обратился к правоохранительным органам с требованием дать правовую оценку этим призывам и обеспечить безопасность граждан Республики Абхазия армянской национальности. Центральный избирательный штаб кандидатов в президенты Ардзен Бадгур призывает к снижению градуса надуманных межнациональных противоречий, которые обострились в последние несколько дней на фоне проведения выборов президента Республики Абхазия. Мы считаем, что Абхазия является родиной для всех, кто ее таковой для себя считает, независимо от национальности. Призываем наших армянских братьев хорошо подумать над этим. Мы единый народ, объединенный общей исторической судьбой на родной абхазской земле, отмечается в заявлении штаба Ардзенба. 1 марта в Абхазии пройдет второй тур выборов президента Республики Абхазия. В нем примут участие кандидаты в президенты Бадра Гунба и Адгур Ардзенба. Об этом 16 февраля сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан, подводя предварительные итоги голосования. Слово Марианне Котовой. ЦИК Абхазии подвел предварительные итоги голосования на выборах президента. Ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства, поэтому будет проведен второй тур. В законодательстве республики это называется повторными выборами. Пройдут они предварительно 1 марта. Голоса избирателей распределились следующим образом. Лидирует Бадра Гунба с 46%. Вторым идет Адгур Ардзенба с 37%. За Роберта Аршба проголосовало 7,5% избирателей. За Олега Барцыц 4,4%. Адгура Хурхмал поддержали чуть менее 1%. Ардзенба Адгур Амиранович набрал 36,92%. Аршба Роберт Иванович набрал 7,53%. Барцыц Олег Мцасович набрал 4,4%. Гумба Бадра Зурабович набрал 46,38%. Хурхмал Адгур Вадимович набрал почти 1%.
Явка составила почти 69% или почти 99 тысяч избирателей, которые 15 марта отдали свои голоса кандидатам. Процентная явка, по нашим данным, почти 69%, вот, по Республике Абхазия, что составляет в принятых участие почти 99 тысяч человек. Это вместе с дополнительными списками и также с зарубежными участками, которые были расположены в городе Москва и Черкесск. Беспрецедентно высокую явку представитель ЦИК отметил на российских участках в Москве и Черкесске. В городе Москва 2691 человек проголосовало, в Черкесске 1900 человек. Вот. Хотелось бы поблагодарить наших коллег из Российской Федерации, которые помогли организовать в организационном техническом плане, создали нам условия для того, чтобы Абхазская комиссия могла предоставить возможность нашим избирателям, гражданам Абхазии, проголосовать на данных участках в Москве и в Черкесске. За ходом выборов следили наблюдатели из более чем 25 государств мира. Дмитрий Маршан отметил, что они могли оценивать не только процесс голосования, но и подсчет голосов, что обеспечило максимальную прозрачность процесса. Мы, члены комиссии, Центральной избирательной комиссии, призываем наших друзей, коллег, когда они вернутся на свою родину, чтобы они максимально могли поделиться теми впечатлениями, которые они здесь получили, даже если они будут в качестве рекомендации. Если по прибытию в свою страну посчитают нужным сказать, что в Республике Абхазия все проходит демократично в правовом русле, и если будут брать пример с Российской Федерации, которая признала независимость и суверенитет республики, мы будем очень благодарны. Поэтому... По словам председателя ЦИК, абхазская сторона хотела бы видеть во втором туре президентских выборов и наблюдателей из России. Мы, конечно же, ждем наших международных наблюдателей из разных стран. Вот, мы будем приглашать также, потому что в наших интересах, чтобы выборы в Абхазии проходили прозрачно, вот, демократично и в правовом русле. Вот. Конечно, в приоритет мы всегда ставим нашего стратегического партнера, дружественного соратника, это Российская Федерация, потому что это первая страна, которая признала независимость и суверенитет Республики Абхазия. Против всех проголосовало более 1300 избирателей. Маршан отметил, что эта графа остается и во втором туре. А это значит, что кандидатам будет недостаточно набрать простого большинства голосов избирателей. Правила остаются неизменные. 5 лет назад были подведены итоги. Вот, графа против всех, она присутствует, ее никто не убирал. Кандидат, который наберет первое место, он должен будет выиграть и кандидата, который будет на втором месте, и графу против всех в совокупности. То есть 50+1 от действительных бюллетеней нужно будет набрать. Жесткие правила, но легитимность будет обозначена, я думаю, бесспорно. Вероятнее всего, повторные выборы состоятся 1 марта, где за пост президента Республики Абхазия поборются Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Марианна Котова, Валерий Квикискири, Тимур Гугохия, Абазатова. Внешняя политика. Заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних связей о президентских выборах в Абхазии вписывается в абсолютно конъюнктурную политику Брюсселя, который не хочет признавать существующие реалии и слепо использует шаблоны, не имеющие ничего общего с истинной клише. Прокомментировали в МИД Республики Абхазия заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних связей, сделанное в связи с выборами президента Абхазии. Во внешнеполитическом ведомстве Абхазии подчеркнули, что подобного рода заявления никоим образом не влияют на политические процессы в нашей стране и являются ничем иным, как попыткой вмешательства во внутренние дела Республики Абхазия. Исполняющий обязанности генерального прокурора Адамир Квицини внес в парламент проект закона о внесении изменений в статьи 117, 119 и формировании новой статьи 119 пункт 2 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, а также о внесении изменений в статьи 53 и 263 Уголовного кодекса.
Данным законопроектом вводятся новые понятия в КоАП Республики Абхазия, такие как опасное вождение, изъятие транспортных средств, а также разграничиваются понятия управления транспортным средством в алкогольном опьянении и наркотическом состоянии. Законопроект направлен на предупреждение, профилактику правонарушений в области дорожного движения. В Сухумской школе номер 1 имени Баграта Шинкуба стартовала международная зимняя школа «Учитель года». В рамках проекта 10 заслуженных педагогов из России будут проводить мастер-классы для абхазских учителей. Мастер-классы проходят в форме открытого урока с участием учеников и педагогов. Это уже 7-я зимняя школа «Учитель года», проводимая в Абхазии. В течение 3 дней пройдет серия мастер-классов по биологии, географии и химии. Подробности у наших корреспондентов. В классах непривычно оживленно. Уроки в зимней школе проходят в формате открытых занятий. Для детей это возможность получить новые знания, а для педагогов освоить современные методики обучения. От Сухума до Полю 47. 47. Отлично. Таким образом... Вообще классное свойство у белка взбиваться в пены. Мы же любим всякие пироженки, да? 43 все. Уральская письма 143. Прям отлично? Конечно, это все для вас. Зимняя школа «Учитель года» приезжает в Абхазию уже 3-й год подряд. Ее участники – лучшие преподаватели Российской Федерации, призеры Всероссийского конкурса «Учитель года». Программа школы в этом году включает 3 предмета – биологию, химию и географию. Российские специалисты проводят занятия в новом формате, ориентированном на практическое применение знаний. Мы приводим сюда команды учителей, которые в разные годы были победителями, призерами Всероссийского конкурса «Учитель года». То есть, в общем, это лучшие учителя Российской Федерации, отобранные в рамках этого конкурса. Они представляют разные предметные направления, и каждый раз мы охватываем какой-то набор школьных дисциплин. Например, вот в этот раз в рамках 7-й школы мы показываем направление работы биология, химия и география. Поэтому здесь несколько педагогов представляют каждую из этих 3 предметных областей. Они будут проводить и уже сейчас проводят демонстрационные уроки с сухумскими школьниками. И в то же время это такие мастер-классы в формате демонстрационных уроков для педагогов республики, для того, чтобы показать какие-то свои собственные авторские приемы работы, показать, как сейчас реализуется программное обучение в Российской Федерации по этим направлениям. В этом году в зимней школе принимает участие около 100 учителей со всех районов республики. Виолетта Мамулян преподает географию в Сухумской частной школе Алашара. Педагог отмечает, что подобные проекты очень важны для преподавателя, так как помогают перенимать современные успешные методики и адаптировать их к местным реалиям. Мы работаем по системе, которая выработана уже десятилетиями, так как мы являемся молодое поколение, и нас обучают наши старшие. Обмен опыта, именно который передается нам от старшего поколения, он огромный, и мы всегда стараемся ориентироваться именно на них. Но когда приезжают педагоги с другой страны, это всегда что-то новое. А на сегодняшний день мы живем в такое время, когда дети, чтобы их заинтересовать, нужно приложить очень много сил, стараний, так как они уже не получают удовольствия от обычных традиционных уроков. И поэтому, когда мы что-то новое узнаем, это всегда очень интересно не только педагогам, но и нашим ученикам, которые в дальнейшем получают эти знания. На занятиях важна не только теория, но и интерактивные методы. Сегодня учителя стараются сделать процесс обучения интересным и динамичным. Очень часто педагоги вот в зимней школе и в летней, они оставляют нам какие-то фишки, какие-то программы, которые мы используем потом на интерактивной доске. Также рабочие листы. Очень важная такая вот система, я считаю, это рабочие листы, которые применяют на сегодняшний день, мне кажется, любой молодой педагог, потому что это всегда что-то новое на уроке, это такая разрядка. Это лист А4, где задания с картинками в виде тестов, таблиц или какой-то графики, где дети заполняют. То есть у них есть уже основа, скелет, а они уже дописывают. Это вот так интересно, потому что это не книга, это не тетрадь, это что-то новое им дали. А если это еще в цветной, то есть распечатываем в цветном таком формате, то это, конечно же, очень актуально.
Зимняя школа продлится 3 дня с 17 по 19 февраля. Участники уверены, что полученные знания и методики помогут сделать процесс обучения более увлекательным и эффективным. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ. Продолжаем выпуск. Нестор Тарба из Сухумской школы номер 2 имени Пушкина вышел в финал телепередачи «Умницы и умники». В Москве в телецентре Останкино завершился полуфинал Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады для школьников. В этом интеллектуальном соревновании участвовали школьники со всей России и ближнего зарубежья. Ранее Нестор Тарба стал абсолютным победителем регионального этапа и начал активно готовиться к Олимпиаде. В Москве он успешно выступил, получив медали и ордена за правильные ответы. Нестор стал участником, который впервые получил орден прямо на дорожке. В итоге он завоевал больше всего наград среди всех участников. Отбор, подготовка и отправка конкурсантов на Олимпиаду осуществляется Министерством просвещения Абхазии вот уже 4 года подряд. Уникальные детали общеизвестных исторических событий, неожиданные штрихи к портретам знаковых политических деятелей России и Абхазии, а также емкие глубокие ответы на сложные вопросы. Такой познавательный вечер провели слушатели лекции историка, общественного и политического деятеля Станислава Лакоба. Многие из них более 2 часов слушали лекцию стоя. Небольшое помещение галереи Ауада просто не вместило всех желающих. Подробнее Надежда Боровикова. Лекция об истории грузино-абхазского конфликта, о предвоенной обстановке, о первых днях войны и роли отдельных личностей. На первый взгляд мероприятие довольно рядовое. Ведь сколько уже сказано, написано, изучено. Человек, интересующийся без труда, может составить более-менее полную картину событий 30-летней давности. Но все приобретает совсем другой оборот, если рассказчик Станислав Лакоба. Не просто историк, а непосредственный участник тех событий. В его лекции даже самый осведомленный человек найдет новые детали. 14 августа, когда все началось, когда начались военные действия, в этот день в Адлере приземлился Ту-154, на котором находился спецназ Грузии. На случай, если здесь будут события, и, значит, парламент, депутаты будут пересекать Псову, их там задержат по соглашению Дагомысскому сговору и передадут там, скажем, властям Грузии. А все было связано, в принципе, с тем, что 24 июня было подписано вот это Дагомысское коммюнике, в котором говорилось о том, или Дагомысский сговор, как мы говорим, в котором говорилось о том, что Российская Федерация и Грузия договариваются совместно вести борьбу против террористов, сепаратистов, вот, оказывать содействие друг другу. Вот это, в общем-то, этот документ потом и попал мне в руки уже после войны, ну, никак не сам документ, он был опубликован, кстати, в газете «Свободная Грузия», просто мы об этом не знали ничего. История знаменитой встречи Ельцина, Шеварднадзе и Ардзинба 3 сентября 1992 года в Москве приобретает новые неожиданные краски, если добавить детали, известные Станиславу Лакоба. Вы знаете, что была даже дана команда тогда при попустительстве тех деятелей, я имею в виду в России, команда была там через криминальный мир как бы наехать на Владислава, на его окружение и так далее. Это же в президент-отеле все происходило. Вот, там Тито Вани, там Джаба, там другие, там, слава богу, хватало таких людей, которые могли любую пакость сделать. И Скобов говорит такую вещь. Ну, сейчас, говорит, улица, криминал, его очень много в России. Мы даже при всем при том не можем гарантировать какие-то вещи. У вас же есть очень авторитетный человек. Ну, Андрей подумал, кто-то из политиков, и он называет Лакоба Юру. Он его называет. Они тоже знали. И он говорит, этого человека, чтобы все было нормально у Владислава, нужно его как-то задействовать. И вот в президент-отеле Юра находился. И, кстати говоря, ни один человек вообще абсолютно все это прошло.
Потом я, когда говорил с ним, спрашивал у него, что на самом деле так и было. Он находился там, сидел. Когда узнаешь подробнее о встречах и переговорах, понимаешь контекст ситуации, невозможно не задуматься о том, какому колоссальному давлению приходилось противостоять Владиславу Ардзенбо как руководителю Абхазии, в том числе в вопросе принятия Конституции. И вот 26 ноября мы сидели с ним вместе, я об этом рассказывал уже как-то. Вот. Его постоянно дергали к телефону, вызывали, он выходил. Потом говорит, слушай, на меня давят вовсю. Все время Пастухов угрожает, говорит, что, смотрите, не принимайте. Если вы примете Конституцию, считайте, что мы, в общем, свои посреднические миссии выполнять не будем. Андрей Джепеня, который часто туда ездил, контактировал, вот, как представитель Владислава, и он был сначала сторонником этой Конституции, и вдруг был настолько он напуган был, он стал буквально просить Владислава, чтобы не принимали эту Конституцию. Теперь представляете себе, он глава государства, такая ответственность, что только не говорят. Но он пришел очередной раз, сел рядом, говорит, как ты считаешь? Я говорю, если сейчас не примем, потом не дадут. Надо принимать. Он говорит, я тоже так считаю. И мы приняли. Ну и потом пошли блокады, пошло все это, что в общем было. Более часа продолжалась лекция Станислава Лакоба. Еще столько же он отвечал на вопросы гостей. Благотворительный фонд Асарке совместно с галереей Ауада для того и задумали такой формат, чтобы любой желающий мог пообщаться с живым свидетелем исторических событий. В моей жизни не встречались очень важные люди. Сегодня я с гордостью говорю, я знала и знаю там одного, другого человека, да, исторического деятеля. Это формировало меня. Я также понимаю, как это оказывает влияние сегодня на формирование других людей. Ну и все-таки дает ценные сведения о том пути, который прошел народ Абхазии. Лекции в рамках текущего цикла проходят один раз в 2 недели. Следующим спикером выступит народный артист Абхазии Кисоу Хагба. Он расскажет о том, как работал абхазский театр в непростое время конца 80-х, начала 90-х. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Фотографии абхазского автора Эльзы Чанба опубликованы в итальянском журнале моды «Милан Уикли». На них известная абхазская модель Виктория Квициня, которая в прошлом году закрывала неделю моды в Милане. Милан Уикли внимательно следит за текущими и будущими тенденциями. На его страницах появляются известные знаменитости и новые таланты, а также представлены самые блестящие художники, родившиеся во всех уголках мира. Каждое издание журнала – это новое путешествие к раскрытию деталей красоты. Накануне в Сухум с однодневным рабочим визитом посетили мэр города Уфы Ратмир Мавлеев и первый заместитель главы Казани Денис Калинкин. Глав российских регионов приняли в администрации города Сухум. Смотрите материал пресс-службы столичной администрации в нашем вечернем эфире. О спорте. Богдан Дзидзари занял 2-е место, а Дамир Кархалава 3-е в первенстве Южного федерального округа по вольной борьбе. Спортсмены завоевали путевки на первенство России. Соревнования проходили с 14 по 16 февраля в городе Славянске на Кубани. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Крыма, Севастополя, Адыгеи, Краснодарского края. Тренируют спортсменов Игорь Бирай, Мираб Хашба и Анри Кетти. В связи с ухудшением погодных условий 18 и 19 февраля принято решение закрыть въезд в Рицинский реликтовый национальный парк, сообщил Апснепресс главный лесничий парка Тенгиз Джергения. Уже начали возникать некоторые трудности, но наши службы активно работают. Завтра въезд в Рицинский парк будет закрыт из-за обильных снегопадов. По прогнозам, снежный покров за ночь и завтрашний день может достичь почти метра, отметил он. Посетители все еще пытаются попасть в парк, но на контрольный пункт уже поступило распоряжение об ограничении движения. А в завершении выпуска прогноз погоды на вторник, 18 февраля.
Во вторник в Абхазии ожидается облачная погода, дождь со снегом разной интенсивности. К вечеру местами возможен снег. В предгорьях и горах снег. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью +1, +6, днем +3,8. Температура морской воды +9, волнение морской воды умеренное значительно, относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.